все красивое. И какое все зеленое. Казку про маленькае маманцяня, якое шукала сваю маму, ведаюць і дарослыя, і дзеці. Цяпер яе можна ўбачыць не толькі па тэлевізары, але і ў брэсцкім тэатры лялек. «Мама для маманцяня» далёка не першая пастаноўка маладога рэжысёра Алісы Ярмак, але хваляванне, прызнаецца дзяўчына, прысутнічае заўсёды. А я каждый раз волнуюсь, конечно. Это как вот в фильме, в мультфильме. Фильм. Когда все трясутся сзади, а потом все успокаивается. Так и мы каждый раз все волнуются. Это обязательно. Они волнуются на сцене, я волнуюсь в зале за то, что все прошло гладко. Роль галоўнага героя казкі выконвала актрыса с 25-годовым стажем Лилия Верста. Ну, мое поколение знает этого героя, да, «Мама для мамонтенка». Мамонтенок. Он всем симпатичен. Но дети современные не знаю. Ну, вот у меня сыну 10 лет, он этот мультик знает. Знаю детей там 5-4, они этот мультик не смотрели. Это все-таки уже, знаете, такая классика, на которую современные дети не очень размениваются. Но она очень важная, нужная. А акцёру Андрэю Палянскаму прыйшлося хутка перавасабляцца. Ён гуляў дзве зусім розныя па характару ролі: вясёлую малпачку и сур'ёзна не па гадах медведзяня. Мне очень понравилось играть роль обезьяну, потому что мне нравятся роли такие, которые вот, смешные, там, связанные с каким-то клоунским, вот, может где-то повеселиться, похохотать. Вот мне такие роли нравятся. Мне нравилось играть обезьяну, и где-то хотелось даже, может быть, больше, чем обезьяна. Вот. Но в этом спектакле я играю еще роль маленького медвежонка, который впервые встречает непонятно, для него это кто. Это я сказал бы серьезно. Праца над дзіцячым спектаклем доўжылася амаль паўгода. Дэкарацыі былі прыдуманы такім чынам, што яны падыходзілі і пад паўночны полюс, адкуль пачынаецца гісторыя, і пад гарачую Афрыку, дзе казка набывае шчаслівую развязку. Рэжысёр адзначае, на некаторыя дэталі ў казцы падштурхнулі яе дзеці. У меня 2 детей. Я стараюсь... Дома разговариваешь с этими детьми все равно, и вот пытаешься их проанализировать, что интересно им, что бы они хотели видеть, а как бы они отреагировали. Ну вот какие-то оценки даже в куклах, вот поведение этих маленьких персонажей, тех же медвежат, взаимоотношения мамонтенка. Берем из жизни, из своих собственных деток. Прэм'ера ўдалася. Вялікія і маленькія гледачы засталіся ў захапленні ад спектакля. Іх пазнанне – самая лепшая ўзнагарода. Мы под большим впечатлением, понравилось и маме, понравилось и малышке, хоть моя зайка первый раз в театре. Что я хочу сказать? Брестский театр кукол в очередной раз показал свое мастерство и, несомненно, первый класс. Вообще красиво. Очень красивый. По серому морю, в зеленой земле, плыву я на белом своем корабле, на белом своем корабле, на белом своем корабле.